Это программа «Актуальное интервью». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Сегодня тема разговора у нас подведение итогов социально-экономического развития республики за прошлый год и немного о планах на год наступивший. Гость у нас в студии Петр Попов, министр экономики Республики Саха-Якутия. Петр Иванович, здравствуйте. Юрий, добрый день. Ну и как я уже сказал о том, какие итоги можно подвести за прошлый год и как себя чувствует экономика по итогам прошлого года. Да, добрый день еще раз. Экономика республики продолжает удерживать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Республика формирует 23% в общем объеме валового регионального продукта Дальневосточного федерального округа. Объем ВРП республики оценивается 2,3 триллиона рублей с ростом на 3,5% к 2022 году. Из года в год обновляются рекорды по добыче нефти и угля. Удерживает стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. У нас индекс промышленного производства в 2023 году составил 100,8% к уровню 2022 года. Промышленный рост обеспечивает поступление в бюджет. Так, в 2023 году объем налоговых и неналоговых поступлений достиг 263 миллиардов рублей с ростом на 38% к уровню 2022 года. По объему налогов, уплаченных в федеральный бюджет, наша республика занимает лидирующее положение на Дальнем Востоке. Также Якутия занимает третье место среди субъектов Дальнего Востока по объему валовой продукции сельского хозяйства. У нас объем валовой продукции сельского хозяйства в 2023 году оценивается в 33 миллиарда рублей с незначительным ростом к уровню 2022 года. В 2023 году в экономику привлечен объем инвестиций в объеме 715 миллиардов рублей. Это по сравнению с 2022 годом рост составляет 5%. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, в 2023 году составил свыше 318 миллиардов рублей. Рост составляет свыше 40% к уровню 2022 года. Также в рейтинге регионов Дальнего Востока по вводу жилья наша республика занимает вторую позицию после Приморья. В 2023 году введено свыше 705 тысяч квадратных метров. Последний раз такой результат был достигнут в советское время еще. В 2023 году за счет всех источников введено в республике 57 объектов социального значения, в том числе это 13 школ на 2900 мест, 6 детских садов на 360 мест, 9 объектов физической культуры и спорта, 20 объектов здравоохранения, в том числе 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 врачебных амбулаторий, 3 объекта социального обеспечения и 6 объектов культуры. Республика также сохраняет лидирующие позиции по демографическим показателям на Дальнем Востоке и Российской Федерации. И, конечно же, главный результат 2023 года – это миллионный житель Республики Саха-Якутия. По уровню рождаемости республика входит в первую десятку субъектов Российской Федерации, а по показателю естественного прироста населения республика занимает 7-е место по России и сохраняет 1-е место среди регионов Дальнего Востока. Продолжительность жизни в республике достигла общероссийского показателя и даже немного превысила. И данный показатель у нас составил 73,67 лет. Также улучшается ситуация на рынке труда. У нас численность занятых в экономике в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 17,6 тысяч человек и составила 487,9 тысяч человек. Уровень общей безработицы снизился с 6,5% в 2022 году до 5,7% в 2023 году от численности рабочей силы. Расскажите, какие отрасли экономики продолжают вносить наибольший вклад в формирование ВРП республики? Традиционно у нас основной вклад в формирование ВРП республики вносит промышленность. Этот показатель у нас по 2023 году составляет свыше 63%. Из них 59,5% – это добыча полезных ископаемых. Кроме промышленности, которая, как я уже сказал, исторически составляет больше половины ВРП региона, также свой вклад вносит строительство, это около 9%, транспорт свыше 5%, торговля, сельское хозяйство, услуги здравоохранения, образования и
прочие услуги. Рост объема валового регионального продукта напрямую связан с реализацией инвестиционных проектов, направленных в сфере промышленности, транспорта и строительства. И если говорить о крупных инвестпроектах, какие значимые проекты вы могли бы отметить? Среди значимых крупных инвестпроектов можно отметить: первое — это ввод 4 обогатительных фабрик Эльгинского угольного месторождения мощностью 14 миллионов тонн в год. Это отгрузка первой партии железной руды, добытой на Севагринском месторождении в Нерюнгринском районе. В следующем году месторождение выйдет на промышленную мощность 1,2 миллионов тонн руды в год. В Мирнинском районе началась подготовка строительных площадок на территории подземного рудника «Мир глубокий». Также у нас запуск обогатительной фабрики по переработке серебро-полиметаллической руды месторождения Верхней Менкиче с мощностью 330 тысяч тонн концентрата в год. Вы уже упомянули, что промышленность – это один из локомотивов развития региона. Какие ключевые проекты будут поднимать Якутию? В 2024 году планируется реализация проектов угольных месторождений в Южной Якутии, разработка нефтегазовых месторождений в Ленском, Мирнинском районах, реализация проектов Кучуского кластера, освоение железорудных месторождений в Нерюнгринском районе. Это у нас формирование Алданского промышленного кластера, строительство комплекса по переработке природного газа с целью извлечения гелия и тепловой электростанции в Западной Якутии. Также реализация проектов по добыче серебра и золота в Восточной Якутии, модернизация объектов дизельной генерации в населенных пунктах и других инфраструктурных проектов. В этом году будет завершено строительство долгожданного объекта магистрального газопровода Кысыл-Сыр 84 километр, который значительно повысит надежность энергоснабжения Центральной Якутии. В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил мастер-план развития ряда дальневосточных городов, в том числе Якутска и Нерюнгри. Реализация мастер-планов уже началась. Что из того, что сделают в этом году, повлияет на рост качества жизни якутян? Да, безусловно, это было одним из основных событий прошлого года. Утверждение мастер-планов Нерюнгринской и Якутской агломераций. Всего в план развития включено 133 объекта. Это 90 объектов по Якутску и 43 объекта по Нерюнгри на общую сумму свыше 560 миллиардов рублей. Почти половина данной суммы будет выделена из федерального бюджета. Среди проектов это строительство Ленского моста, реконструкция площади Ленина, будут построены межвузовский кампус, кинопавильон круглогодичного действия, гостиница, международный терминал аэропорта Якутск, объекты городского хозяйства, а также 12 школ, 10 объектов здравоохранения, 18 детских садов, 7 объектов спорта, планируется строительство дорог, обеспечение уличного освещения, автобусов, приобретение автобусов и многое другое. В настоящее время проекты мастер-плана уже реализуются некоторые. За счет средств специальных казначейских кредитов реализуется 6 мероприятий мастер-планов Якутской и Нерюнгринской агломераций. В Якутске ведутся работы по реконструкции площади Ленина, набережных озера Сайсары имени Романа Дмитриева, строительство социальных объектов в новом микрорайоне Спортивный. И в Нерюнгри проводится капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения. На 2024-2026 годы одобрено 7 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию планов социального развития центров экономического роста, в том числе на Якутскую и Нерюнгринскую городские агломерации на общую сумму 4,6 миллиардов рублей. В Якутске в 2024 году также начнется строительство здания школы номер 1 на 253 учащихся. Планируется строительство пристроя гимназии «Центр глобального образования», создание газогенерирующих мощностей на площадке Капитоновка, территории опережающего развития Якутии, также подготовка инвестиционной площадки и участка туристический. В Нерюнгри планируется реконструкция зданий, капитальный ремонт и приобретение оборудования для объектов Нерюнгринской центральной районной больницы. Ну и в этом году в Якутске пройдут 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». Какой долгосрочный экономический эффект получит Якутск от проведения игр? Да, «Дети Азии» — это один из интересных и успешных проектов в сфере детского спорта, который объединяет на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов.
России, не только России, а азиатского континента уже более 27 лет. Благодаря международным спортивным играм «Дети Азии», основанным еще в 1996 году по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, строится, реконструируется, ремонтируется большая часть спортивной инфраструктуры нашего региона. Это современные спортивные объекты, где занимается население и куются новые чемпионы. В рамках подготовки к предстоящим играм ведется подготовка 16 спортивных объектов. Это не только строительство, но и ремонтные работы в 9 спортивных объектах и оснащение современным спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью 24 видов спорта. Также отдельно проводится масштабная работа по благоустройству города Якутска, само собой, включающая все улучшения во всех инфраструктурах. Также ключевыми элементами игр стали изменения волонтерского движения, развитие сферы услуг, подготовка специалистов по управлению международными проектами и спортивными событиями. В предстоящих играх всего примет участие 1900 волонтеров. В данное время идет набор и осуществление их, и осуществляется их подготовка. К долгосрочному эффекту также относится целый ряд фундаментальных программ, инициатив и нормативов, получивших распространение по региону благодаря подготовке к международным спортивным играм «Дети Азии». Так, игры стали катализатором развития индустрии спорта нашей республики и в стране в целом, пропаганда здорового образа жизни, увеличение внимания на детский спорт, создание туристической и экскурсионной инфраструктуры. Все это сопровождается подготовкой кадров соответствующего международному уровню. Ну что, Петр Иванович, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.